Значит, сегодня у нас открылась выставочная площадка в историческом парке «Россия. Моя история». И это является одним из главных мероприятий по науке у нас в республике. И мы считаем, что привлекать молодежь в науку – это на самом деле самое важное, наверное, то, что нужно делать сегодня, поскольку именно молодежь должна реализовывать те большие масштабные проекты, решать те научно-технические проблемы, которые стоят у нас перед нашим обществом. Значит, я думаю, что в этом фестивале самое главное – это то, чтобы пробудить в детях, в молодежи интерес к науке. И поэтому, конечно же, наука – это захватывающая. Поэтому я думаю, что наши дети, те, которые уже сейчас занимаются исследованиями, это понимают. И если они придут в науку, они не пожалеют. А если они пойдут в другие сферы, то я думаю, те исследовательские навыки, которые они приобретут, занимаясь наукой, они всегда помогут им в жизни. В этом году 7-й фестиваль проводится в год Менделеева, Международный год Менделеева. Первый год реализации национального проекта образования, в том числе по науке. Да? И в-третьих, это год консолидации многонационального народа нашей республики. Это очень значимо. А во-вторых, я хочу отметить, площадка очень удачная, потому что здесь собираются и по всем направлениям, поскольку это исторический парк, по многим направлениям можно получить информацию. Государственное собрание Лтумен и в дальнейшем, конечно, будет поддерживать развитие науки в рамках реализации наших законов, в частности, об образовании, о науке и по другим законам, да, в этом отношении. И при принятии бюджета, чтобы достаточно полный был объем финансирования для развития науки. Почему это? Потому что, хочу сказать, мы должны молодые кадры уже готовиться с школьной скамьи. Поэтому сегодня очень много внимания уделяется дополнительному образованию детей, где дети занимаются в различных учреждениях дополнительного образования и по техническому направлению, и по гуманитарному направлению. Это в наших вузах сегодня планируется, на базе нашего федерального университета, планируется создание научно-образовательного центра мирового уровня. Это такие амбициозные задачи, которые сегодня ставит руководство нашей республики при поддержке федерального финансирования. На стрике собираются все молодые люди, и которые в будущем станут очень хорошими учеными. В вашей стране есть намного больше различия какого-то в чем-либо, те же национальности здесь, и более продвинутые технологии. Сделать хороший союз между студентами, и не только студентами, чтобы они посетили Якутию, Россию. Они очень креативны в своих проектах, у них есть уже заранее основоположенное будущее, чтобы стать очень хорошими учеными. Я очень заинтересован в обучении, в изучении мамонтов и надеюсь, что в будущем их возможно будет клонировать. У нас есть отличные возможности для сотрудничества в будущем. Я всех приглашаю вас в свою страну, Малайзию.
И Россия и Малайзия — это очень отличные друзья. И в эти дни наш парк, любимый парк, молодой парк, он празднует свое 2-летие. Ему 2 года всего. Я хочу пригласить сюда Дмитрия Ивановича Соловьева и вручить вот эту благодарность, Дмитрий Иванович, большое вам и вашему коллективу. Да, и небольшой подарок. Он символичный. Вы понимаете, что здесь традиции народа, знания народа. И вот хорошо, что у нас появился исторический парк, куда мы можем прийти, все вместе перемешать и в конце концов получить сохранение наших традиций. Спасибо большое за эту работу всем вам. Выдалась честь вручить медный диплом образовательному учреждению, получившему особое признание за заслуги по популяризации науки среди населения республики в 2019 году, Якутскому институту водного транспорта. Для вручения серебряного диплома приглашаю Якутский медицинский колледж. Серебряный диплом вручается Чурапчинскому государственному институту физической культуры и спорта. И третий серебряный диплом у нас вручается Арктическому государственному институту культуры и искусств. Золотой диплом вручается Якутской государственной сельскохозяйственной академии. Платиновый диплом 7-го фестиваля науки в Республике Саха-Якутия в рамках Всероссийского фестиваля науки «Наука 0+» вручается Северо-Восточному федеральному университету имени Максима Кировича Амосова. Оксана Афрасина, пожалуйста, наши большие организаторы науки, выросшие на наших глазах. Любого фотографа поймать ракурс, поймать момент, когда сама природа не ожидает этого, и оставить это нам. В жизни слишком все быстро идет, все слишком быстро меняется, а это останется. Этот миг, который живет в любом из нас, миг — это наш первый класс, миг — это наша первая любовь. Вся жизнь состоит из мигов. И наверное, поэтому компания очень большое внимание уделяет чистоте, первозданности, именно сохранению природы и донести до человека. Здесь он может остановиться возле фотографии, опять же, этот миг, и задуматься о своем существовании в этом мире, о своем отношении, может быть, к природе, и мы надеемся, что так и будет. Поэтому фотографии.
внимание привлекли черно-белые фотографии, но вспомнить наше детство, у нас были именно черно-белые фотографии, да, и, наверное, это так перекликается действительно с каким-то временем, где все было немножко по-другому, все, тем не менее, было полно красок, было интересно, было ярко, а сегодня уже появились новые возможности, и вот фотографии, которые я здесь вижу, и вот цветные в том числе, очень интересные, они поймали жизнь, момент, да, то есть можно посмотреть, додумать об этом, подумать, что сделал каждый из нас для того, чтобы это продолжало быть в нашей жизни, чтобы мы могли сами постараться поймать такие моменты. Инициатива очень хорошая, надо ее обсудить и надо поддерживать. О красотах Якутии, о богатствах Якутии надо рассказывать, выставлять, делать отдельную экспозицию. Да почему бы и нет? На самом деле наш мир на сегодня настолько интересный, сегодня у людей появились такие возможности, у каждого в руках есть орудие искусства, да, которое нужно просто уметь правильно применять. Почему бы и нет? Все, что окружает, вдохновляет тебя. И каждый момент ты щелкаешь на камеру, то тогда прими участие в республиканском конкурсе «Край, который я люблю». Поделись красотой и воспоминанием своего края.